день. Добрый день. Сегодня мы пришли на московский завод русской рыбной фактории, чтобы посмотреть, как здесь превращают замороженную красную рыбу в копченую и соленую. А расскажет нам про все это главный технолог завода Надежда Николаевна. Это она. А что это за рыба? Нерку делаем, это нерка. Чевычи наверху, а это нерка нижняя. Ага. Основные, ну, голец еще бывает у нас. Голец в основном на рыбу охлажденную, мороженую, а на переработку чевыча, кита, нерка, кижуч. Это пойдет на разделочные разделки. Ага. Рыба, в общем, в зависимости от того процесса, куда она будет направлена, она выпускается либо в виде филе, либо в виде потрошенной рыбы, вот тушки, в виде тушки. Эта обработка идет на филе, то есть удаляется вот сейчас это спинной плавник и косточки внутримышечные, реберные кости удаляются. Это вот предварительно удалили приголовок, отрезали. Ну, потому что там вот эта плечевая кость есть, отрезают. И потом уже вот вырезают хребтовую кость. Проверяю правильность разделки, проверяю качество сырья уже в разрезанном виде. Ну, здесь идет после разделки еще дополнительная сортировка. Например, на копчение, на посол более плотной консистенции рыбы идет. Если рыба горячая, там немножко может допускается слегка ослаблевшие, но не дряблые. После разделки рыбы на филе получаются отходы. Вот спинной плавник вырезается, потом хребтовая кость, когда удаляется. Здесь все-таки находится достаточное количество мяса. Это пропускается через фарш-машину и делается фарш. Ну, добавляют частично этой, частично рыбы, которая консистенцию уже вот такую имеет, ослабевшую, ее направляет на фарш. Но по другим показателям она соответствует всем требованиям на мороженую рыбу. Камеры посола. То есть у нас два вида посола. Есть тузлучный посол, это вот в этих чанах солится. В основном вот целая рыба солится. Красная рыба пока вот посольно-сухим посолом подготовлена. Какая уже стоит на созревании. Сухой натирается смесью соли, сахар добавляется, и потом уже выдерживается определенное время, и после окончания посола промывается от остатков соли, и дальше идет процесс созревания. А в Тузлуке, когда, значит, только когда сети заказывают, да? Когда консерванты добавляются, но у нас какая-то партия идет с консервантами. Я говорю, по заказам уже торговли. С консервантом рыба, допустим, хранится 30 суток, без консерванта 15 суток. Так, после посола у нас вот дверь идет на копчение. Это вид продукта, это чипсы. Нарезается на машине, на ломтики, потом идет вялка и под копчение. Вялится в камерах. У нас 3 камеры, коптильные камеры, они автоматизированы. Старший к копчению, который знает все режимы, весь процессы. Используем буковые опилки и ольховые. Буковые на лососевые, ольховые так сельдевые, более золотистый оттенок дают нам. Это дымогенераторы. Сюда загружаются опилки, потом идет поджиг и идет уже готовый дым. Но сначала идет период подсушки без дыма при открытых шиберах, но это уже отработанный режим, и каждый процесс уже отслеживается в программу заложено. Вот это время сначала отработано оно, а потом в программу внесено и идет автоматический контроль уже.
Такие 2 бочонка нерки сделали мы сегодня на заводе русской рыбной фактории. А попробуем через 2-3 дня, когда рыба созреет и пропитается ароматами можжевельника и лаврового листа. Пока!